Казикумух. Аул, известный в Дагестане с древних времен, населенный лакцами. Впервые встречается в аналах ассирийских царей 8 века до нашей эры. На протяжении веков Кумух в той или иной интерпретации встречается у разных авторов в описаниях Кавказской Албании, которая включала в себя территорию Закавказья и тянулась на северо-восток, охватывая весь район Каспийского побережья. Также в отражениях 150-летней войны с арабами и хазарами и во многих других летописях. О Кумухе сообщают в основном, так сказать, арабо-иранские источники, описывающие подробно период завоевательных походов ранних мусульман, праведных халифов, умайядских халифов и так далее, их полководцев. Они также, эти же авторы, повествуют о эпохах, предшествовавших этим событиям, описывают сасанидский Иран, вот, так сказать, державу Хасровов, правивших Ираном и прилегающими странами. Они повествуют о том, что в горах Дагестана были царства горские, в том числе одним из таких этнополитических культурных центров был Гумик. В период завоеваний в горах Дагестана уже присутствует раннее феодальное такое царство, как Сарир, известное, и повествуется о том, что у этого правителя есть золотой трон в замке Хумрадж на Хунзарском плато и серебряный трон в замке Гумик, который, так сказать, соответствует современному Кумуху. То есть в обоих этих центрах Кумухи и Хунзахи в доисламский период присутствовали военные отряды, подаренные иранскими шахами правителем Сарира. Это находит отображение в народном фольклоре, а также подтверждается исследователями, которые находят следы доисламских культов, в частности, зороастризма, огнепоклонничества, на местах, не сохранившихся, к сожалению, до наших дней, замков и крепостей, где и располагались эти гарнизоны. Одна из этимологий, да, вот таких, то есть связывает с этим кумак, помощь, поддержка, это иранское слово. Вот. И то есть, что там был такой гарнизон, который должен был помогать местным правителям. Там, если, допустим, какой-нибудь в это время сложившийся тюркский каганат, который от Монголии, Китая до Южной России, Казахстан, все это до Дона доходил, то есть и вел, так сказать, агрессивное наступление во все направления, в том числе на юг, на Иран, и Иран этим способом защищался. Кроме того, об этом влиянии, об этой эпохе также свидетельствует еще пока что не до конца изучены, сейчас даже там засыпали мусором, там где-то дом построили, выше Кумуха, как рассказывал, водопровод. Так сказать, там он глубокий, очень длинный, именно по такой иранской методике, то есть он под землей через определенное расстояние, эти выходы, через которые можно было спускаться и чистить, то есть это все. Знаменитый Кумухский водопровод – это известная иранская кахризная система водоснабжения с использованием подземных галерей, по которым самотеком вода подводилась к определенному месту в населенном пункте – Зиллу, откуда ее можно было набрать и использовать местным жителям. Таких Зиллу в Кумухе, как отмечают специалисты, было около 8. В дальнейшем Кумух фигурирует как внешняя столица Сарира, куда прибывают торговые караваны и послы разных государств. В этих, как я говорил, арабо-иранских источниках описывается как внешняя столица, такая торговая, дипломатическая, куда прибывают различные и посольства, и купцы, то есть туда дорога более наезжена, а на Хунзарском плато они даже от внешних каких-то сил скрывали дорогу, держали в тайне, чтобы какие-то враги не пробрались и так далее. До Кумуха, как известно, дошел Мирван ибн Мухаммад, последний омейядский халиф. И в то время он был еще не халифом, в то время халифом был его брат двоюродный, он был наместником на Кавказе, так сказать, направленным для изгнания сил хазарского каганата, которые в это время
И таким образом был взят, там, значит, да, Мирван дальше пошел уже, преследует царя на Хунзакское плато. В общей сложности он более года провел в Дагестане, а в Гумике как бы было как об этом свидетельствует запись самой мечети, то есть была основана в следующем году уже при заключении мира, то есть он этого царя осаждал, была заложена мечеть. В 777 году было завершено строительство первой мечети в Кумухе. В Дербент-Наме говорится, что полководец Маслама, двоюродный брат Марвана ибн Мухаммада, передал управление территорией правителю Кумуха, который был старшим властителем всего Дагестана, и что ему были подвластны все вилаяты, вплоть до границ Гуржистана. В VIII веке, как пишет Мухаммад Рафи в Тарих Дагестан, этот правитель стал брать доходы со всех владений и областей, и имя этого правителя было Шамхал. Поставил правителя Кази-Кумуха Шамхала из рода пророка Мухаммада, то есть дяди пророка Мухаммада Аббаса. И установив его правителем Кази-Кумуха, он сделал его валием Дагестана. То есть Уцми Кайтарский, Хунзахский хан и Табасаранский Маасум, они все подчинялись этому Шамхалу. Они, говорят, Шамхалы, у них была летняя резиденция Кази-Кумух, а зимой они переходили в Тарки. И вот на этой почве, в общем, Кази-Кумухскому не нравилось, что это написано у Саид Габиева более подробно, история лакцев. И он пишет, что уздени Кази-Кумуха, они начали возмущаться, почему Шамхал уходит в Тарки зимой, почему он не остается. И начался такой раскол, начало раскола. И на этой почве, в общем, раскололись те, которые Шамхалы ушли в Тарки, они остались там же. И эти вот тарковские Шамхалы, у них тоже происхождение от Кази-Кумухских Шамхал, родословно у них проходит сюда же, опять же. Кумух становится центром нового образования – шамхальства, правителями которого были потомки Аббаса, ради Аллаху анху, дяди пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Постепенно его границы разрастаются, обращая в ислам новые близлежащие регионы. Некоторые входили в шамхальство добровольно и не облагались какими-либо налогами или податями. Другие сопротивлялись этому и их присоединяли силой. Третьи сначала входили, после чего уходили, желая развиваться самостоятельно. То есть имел место процесс формирования государства. С этим связано новый этап в вообще градообразовании в истории Дагестана. И, в принципе, образование городов в Дагестане, в горах, причем, да, я подчеркиваю, это урбанизация, то есть градообразование, была неразрывно связана с этапами распространения ислама. То есть в тех районах, где ислам в более раннее время пришел, то есть, получается, территория Лакские, там некоторые туда в сторону Южного Дагестана, Кайтак, вот в этих местах, там образование вот этих вот селений из мелких однофамильных таких, родовых сел, там, из нескольких домов, происходит именно в этот период, то есть там в 11-12, да, там более Даргинской, в 14 веке, дальше в Аварском 14-15 веке, то есть и во многих этих селах и городах, которые, сейчас они села обратно стали, а получается, в позднем Средневековье это были города, и все путешественники их так и называют, в том числе и одним из них был Кази-Кумух, да, который получил эту приставку Кази, как борец за ислам. Каждый год шамхалы организовывали походы на неверных, за что Кумух получает почетную приставку Гази, то есть воин. Ислам становится государственной религией, и Кумух становится основным форпостом ислама в Дагестане, а также политическим и торгово-экономическим центром всего шамхальства. Здесь распространяется узкая специализация по селам. По сути, каждый аул – это одна большая мастерская. Хорошо известны в Дагестане балхарские гончары, унцукульские резцы по дереву, кубачинские мастера серебряных дел и так далее. А если брать такие там пригороды, да, что называется, да, там Кумуха, там Шовкра, другие, там напротив Хури, Хурукра, которые они все это одна
агломерация, образно говоря. То есть там будет еще больше всех этих ремесел, и, как известно, в это же время происходит по Дагестану, складывается вот этот и общий внутренний рынок, то есть вот эти вот еженедельные базары, как в остальных мусульманских странах, тоже в это же время с этим связано происходит. То есть, да, там вот в Кумухе, в частности, в четверг. Да. И то есть люди могли передвигаться, вот эти торговцы, то есть день тут поехать, то есть все эти примерно в дневном переходе вот от одного до следующего, то есть вот так ходить по всему Дагестану, путешествовать. А один из торговых путей, причем важных, действительно это важно, там уже там в 16-18 веках он так назывался, наверное, Волжский торговый путь, то есть из Ирана через Кавказ в страны Поволжья. И кроме того, так сказать, те, кто ехали через Дагестан, туда в Кабарду и Крымское ханство, они, естественно, они двигались через горы. И то есть Дагестан пронизали два вот этих основных пути, то есть один по Приморской полосе, получается, через Дербент, Тарки, Эндерей и дальше на Северный, а другой внутренний, то есть через Шики, через Самурскую долину, на Казикумух, потом, получается, туда в Кунипскую, то есть нынешний Чох и так далее, и так далее. Находясь на пересечении торговых путей, Казикумухское ханство располагалось в самом центре Нагорного Дагестана. Это не могло не привлекать сюда завоевателей, желавших овладеть этим краем. История этого горного края знает немало имен, известных во всем мире полководцев, вторгавшихся сюда с целью разграбить, подчинить своей воле, усмирить и покорить горские народы. Это и нашествие Золотой Орды, разгром Надыр-Шаха и освободительная война горцев. Но все же Дагестан сохранил свою целостность, самобытность и культуру. Когда человек, например, сейчас приезжает в Казикумух, он Лакский район Кумух, он будет смотреть, если он не будет знать историю Кумуха, он будет сюда, приедет и будет смотреть на это село, как какое-нибудь там горное село, у которого, наверное, мало истории. Но если человек будет знать историю, он будет знать, что он приезжает в Кумух, столицу Дагестана, центр Дагестана в прошлом, откуда управлялись, было огромное влияние во всем Дагестане, прилегающие территории тоже, откуда шло распространение ислама, Газават. И когда мы, например, зайдем в нашу джума-мечеть в Кумухе, мы поймем, любой человек даже сомневаться не будет, что здесь был крепкий ислам. Посмотрев на стены этой мечети, узнав историю этого села, здесь есть сохранившаяся до наших дней ханская мечеть. Если человек будет знать историю, это удивительно такое, с караматами, история построения этой мечети, очень интересно будет зайти сюда, в 10-кратном размере, наверное, будет интересно зайти сюда и помолиться. Рядом он увидит, например, могилы, сохранившиеся до сегодняшнего дня, это могила хана Муртаза Али, сына Сурхай хана, который был предводителем, одним из предводителей, разгромивших войско Надыр-Шаха. Это все здесь же Кумух. Есть недалеко от этой ханской мечети дом, где жил шейх Джамал-ун-Тин. Шейх Джамал-ун-Тин, мы сами знаем, кто был. Он был учеником Мухаммада Ярахского, он был учителем имама Шамиля. Действительно, богатейшая история этого древнего города нуждается в кропотливом и тщательном исследовании. Сегодня мы начали наш рассказ о Казикумухе, который, иншаллах, продолжим в следующих передачах. И будем рады любой помощи. Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. Да одарит нас Аллах знаниями о нашей истории и даст возможность делиться ими с нашими телезрителями. Аминь.